Добрый день, уважаемые жители Вельшевского района. Сегодня у нас четверг, и мы начинаем наш брифинг по профилактике коронавирусной инфекции. На сегодняшнем брифинге участвует заместитель главы администрации по социальным вопросам Рамиль Назимович Хаертинов и заведующий кабинетом медицинской статистики Верхнеаркеевской центральной районной больницы Гульназ Ришатовна Нуриева. С общей ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в республике нас ознакомит Рамиль Назимович. Добрый день, уважаемые жители района. По информации Республиканского штаба по борьбе с распространением COVID-19 в Башкортостане зафиксировано 37 218 случаев заболевания. Прирост за прошедшие сутки составил 89 случаев. На сегодняшний день в стационарах республики лечение получает 145 человек. Из них в тяжелом состоянии 24, подключенных к аппарату ИВЛ 1. На амбулаторном лечении находится 1635 человек с легкой формой заболевания. За сутки выписано 118 пациентов. Всего за период пандемии 34 939 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 3 случая смерти от COVID-19. Всего умерших составляет 499 человек. А какие последние изменения есть в указе о повышенной готовности? Глава Башкортостана Ради Фаридович Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Согласно новой редакции документа, в детских садах и школах необходимо обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, включая ограничение посещения. Родителям разрешается посещать детские сады и школы при наличии у них паспорта, иного документа, удостоверяющего личность, свидетельства о рождении ребенка. При этом в закрытых помещениях утренники, в последние звонки с участием родителей можно проводить при наличии у них также одного из следующих документов: сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19, полученного с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в электронном или распечатанном виде, справки медицинской организации о сделанной прививке против коронавируса, в том числе только первым компонентом вакцины, медицинские справки о наличии титров антител к COVID-2019 выше 2 единиц, выданные в течение 1 месяца до утренника последнего звонка, справки медицинской организации о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-2019, отрицательного результата лабораторного исследования на коронавирус методом ПЦР, полученного с 20 мая 2021 года включительно в электронном или распечатанном виде, справки медицинской организации об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями, выданные с 20 мая 2021 года включительно. На открытом воздухе утренники и последние звонки с участием родителей можно проводить при ношении ими масок и соблюдении социальной дистанции. По решению руководителя организации на утренники и последние звонки, проводимые в закрытых помещениях, могут быть допущены родители без предъявления соответствующих медицинских справок при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований: входная термометрия, ношение масок, социальная дистанция, дезинфекция контактных поверхностей, обеззараживание воздуха. Министерство образования и науки Башкортостана и администрация муниципалитетов должно контролировать соблюдение правил поведения утренников и последних звонков, установленных этим указом. Хочу сказать, что последний звонок пройдет 22 мая во всех школах района. Начало в 11:00 часов. В этот же день на центральной площади состоится весенний вальс выпускных классов района. Начало мероприятия в 14:00 часов. Все мероприятия проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Спасибо за информацию. Теперь перейдем к ситуации по распространению коронавирусной инфекции в районе. Гульназ Ришатовна, ознакомьте, пожалуйста. Добрый день, уважаемые жители района. За весь период наблюдения в нашем районе выявлено 612 случаев лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Это плюс 11 случаев за прошедшую неделю. Выздоровели 599 человек. Это плюс 8 выздоровлений за прошедшую неделю, что составляет почти 98%.
На амбулаторном лечении на сегодняшний день находится 9 пациентов с легкими формами заболевания новой коронавирусной инфекции. 1 пациент получает стационарное лечение в инфекционном госпитале Республики Башкортостан, а также в нашем случае на сегодняшний день имеется 3 зарегистрированных случая смерти от новой коронавирусной инфекции. А как проходит вакцинация против коронавирусной инфекции? На сегодняшний день мы также продолжаем получать вакцину «Спутник Ви» или «Гамковид-Вак». Мы на сегодня получили 2665 доз вакцин, 436 доз на сегодня имеется в остатке для начала первого этапа вакцинации. И всего проведено 2229 вакцинаций. Это плюс 183 вакцинации за прошедшую неделю. Из числа привитых 685 человек охвачено первым компонентом, вторым компонентом охвачено 1550 человек. По состоянию на 20 мая иммунитет в районе имеется только у 16% населения. И хочу еще раз напомнить, чтобы мы достигли защитный титр, защитный популяционный иммунитет в нашем районе, эта цифра должна быть 60%. Вакцинация также продолжает проводиться на втором этаже старого здания поликлиники в кабинете 2 после осмотра врача-терапевта в кабинете 2А. Процедура также продолжает проводиться в 2 этапа с интервалом 21 дней. Необходимо подходить с паспортом и СНИЛСом и находиться в течение 20-30 минут в нашем медицинском учреждении после проведения вакцинации. Выездные бригады по вакцинации также работают в нашем районе по установленному графику. Сегодня передвижной ФАП находится в Гастамакском сельском поселении. Завтра, 21 мая, выезд будет осуществлен в Бешкураевский сельский совет, 24 мая в Дюмеевские сельские советы. Еще раз хочу также напомнить способы записи на вакцинацию. Это через портал государственных услуг, через мобильное приложение к врачу или доктору РБ на сайте. Единый колл-центр по номеру 122 принимает записи на вакцинацию. Ситуационно-антиковидный центр по телефону 8 347 218 19 19 и через регистратуру нашей центральной районной больницы 56182 также наши пациенты могут записаться на вакцинацию в свободное и удобное для них время. Спасибо за информацию. По всей республике аномальная жара. Можно ли в такую погоду пройти вакцинацию или же стоит подождать комфортную погоду? Температура, которая установилась на сегодняшний день в нашем районе, как и по всей республике Башкортостан, никаким образом не влияет на реакцию на вакцинацию, поэтому любой человек при наличии у них показаний для вакцинации может прийти на вакцинацию, несмотря на такую аномальную жару, потому что никаких последствий, никаких реакций со стороны этой температуры организм не почувствует. Но если так сильно беспокоит, хотелось бы просто дать совет, потому что у нас вакцины открываются в утренние часы, поэтому такие пациенты могут записаться на утреннее время на вакцинацию, когда у нас температура стоит более-менее еще не жаркая. Поэтому приходите и обязательно в течение 20-30 минут находиться мне нужно в нашем медицинском учреждении. Весна и лето – это сезон роста заболеваемости клещевым энцефалитом. Какие меры профилактики вы порекомендуете нашим жителям? Действительно, сейчас месяцы май, июнь, июль являются такими неблагоприятным сезоном по клещам. По данным Роспотребнадзора были исследования клещи в этом году, и они привели нам статистику по зараженности обследованных клещей. Из числа обследованных 1% клещей они заражены клещевым энцефалитом, и 15% всех обследованных клещей заражены клещевым боррелиозом. Это довольно-таки серьезное заболевание. Процент зараженности тоже, по мнению Роспотребнадзора, считается высоким, поэтому риск заболеваний энцефалитом и боррелиозом на сегодняшний день имеется. Хотелось бы напомнить, что клещи обитают главным образом в смешанных лесах с хорошо выраженным подлеском, по обочинам дорогам, тропам и местах гнездования птиц у водоемов. Попав на одежду, клещи
отыскивают доступ к телу. Излюбленными местами являются паховая область, подмышечная область, шея, грудь, спина. И укус клеща практически не ощущается человеком, потому что они сначала перед укусом вспрыскивают обезболивающий свой компонент и таким образом присасываются безболезненно и без ощущений. А симптомы, когда появляются после укуса, это в среднем от 3 до 21 дня, но в среднем уже человек начинает ощущать симптомы в течение 7-14 дней. Начинается заболевание остро, с повышением температуры тела, человек ощущает ломоту в теле, головные боли, нарушается сознание, тошнота, рвота. Также могут возникать судороги, галлюцинации, параличи, парезы, и могут быть нарушения глотания, дыхания. То есть симптоматика очень разнообразная, и здесь, конечно же, нужно обратить на любое изменение в вашем организме. Обязательно необходимо также обратиться к врачу. Как же можно защититься от клещевого вирусного энцефалита и вообще клещевого заболевания? Заболевание клещевым энцефалитом предупреждается с помощью неспецифической и специфической профилактики. Неспецифическая профилактика полностью, конечно, зависит от самого человека, каким образом он подготавливается именно при выходе в места отдыха. То есть необходимо обязательно применять специальные защитные костюмы или приспособленную одежду. Она не должна допускать заползание клеща через воротник. И рекомендуется одевать закрытую одежду светлого цвета. На светлом фоне легче заметить клеща. И обязательно нужен головной убор. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые закрепляются резинкой у запястья, заправляют рубашку в брюки, концы брюк также заправляют в носки и сапоги, голову и шею закрывают косынкой. Для защиты от клещей также используют отпугивающие средства, или мы называем их по-другому репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и также одежду. Перед использованием мы также рекомендуем ознакомиться с инструкцией по репелленту, потому что могут быть определенный состав или определенные показания, противопоказания индивидуального характера. Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого энцефалита в сезон активности насекомых, должен периодически осматривать свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей, а выявленных клещей нужно снимать. Но осмотр мы рекомендуем также проводить после того, как вы уже приходите домой, каждый час, каждые 2 часа как минимум. Также необходимо снять клеща, если вы обнаружили его на своем теле. Лучше это сделать, конечно, в кабинете врача-травматолога в нашей поликлинике, или если это не рабочее или выходное время, обратиться в наше приемное отделение, где также может это сделать дежурный врач, при необходимости вызов травматолога. При удалении клеща мы рекомендуем соблюдать следующие рекомендации. Захватить клеща пинцетом или прочной нитью как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси и извлечь его из кожных покровов. После извлечения клеща обязательно обработать необходимое это место 70% спиртом или 5% йодом или одеколоном. И после извлечения также мы рекомендуем вымыть руки обязательно с мылом. Если вы сомневаетесь по поводу клеща, и для того, чтобы не ожидать в течение до 21 дня симптомов и переживать, мы, конечно же, тоже рекомендуем направить клеща на обследование того, не заражен ли клещ боррелиозом или клещевым энцефалитом. В нашем районе это делается в вирусологической лаборатории города Нефтекамска, которая находится по улице Социалистическая, дом 10. Имеются также телефоны приемной и эпидемиологов, а также электронная почта, по которой вы можете позвонить, проконсультироваться и уточнить
вам интересующие вопросы. А неспецифическая профилактика также имеет место быть. Это неспецифическая, это вакцинация. Наиболее эффективной защитой считается вакцинация. Курс состоит из 3 прививок, но надо начинать вакцинацию в ноябре, в декабре месяце. Это хорошо знают эти курсы у нас те контингенты, те профработники, которые работают именно в группе риска по клещам. Это автодорожники, это работники лесных хозяйств, это также командированные студенты. Они обязательно уже должны на сегодняшний день закончить прививку от клещевого энцефалита. После прививки в ноябре или в декабре первым компонентом, второй компонент вводится через 1 месяц. Существует 3-я прививка через 3 месяца, и это должно уже завершиться. Вот 3-я прививка должна быть не позднее 14 дней до начала активности клещей. Ревакцинация делается 1 раз в 3 года. Профилактические прививки, как я уже сказала, проводятся в обязательном порядке отдельным профессиям, которые работают в эндемических очагах. А те люди, которые не привитые, но обратились в связи с присасыванием клеща с присасыванием клеща в нашу медицинскую организацию, они также могут пройти серопрофилактику. Там уже проводится введение иммуноглобулина от клещевого энцефалита. Где и как можно сделать прививку? Конечно же, мы получаем эти прививки, получаем мы для определенных категорий граждан. На сегодняшний день у нас прививки в нашем учреждении имеются. Он также проводится в прививочных кабинетах нашей поликлиники и после консультации врача. Следует запомнить, что завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо за 2 недели до выезда в неблагополучную территорию. И, если так получилось, что вы не успели привиться, я еще раз хочу напомнить, интервал это 96 часов после присасывания клеща. Вы можете обратиться в медицинскую организацию и получить человеческий иммуноглобулин против клещевого энцефалита. Но кроме этого, если вы противник и ведения специфической профилактики, тогда уже мы рекомендуем вам обследовать клеща на зараженность и таким образом уже успокоиться, потому что любой клещ, зараженный клещ, он вам все равно передаст эти бактерии, которые в последующем вызовут очень многообразную клинику. Раз в этом году зараженность клещей боррелиозом очень высокая, я бы хотела напомнить также про это заболевание. Мы его по-другому называем болезнь Лайма. Она является также трансмиссивным инфекционным заболеванием, это бактериальная инфекция, передается через клещи. Самая распространенная болезнь, которая передается клещами и обладает очень многообразными клиническими проявлениями. Ранние проявления болезни могут включать в себя также жар, головные боли, усталость, кожная сыпь, но характерной симптоматикой этого заболевания является мигрирующая эритема, то есть в месте присасывания клеща сначала вы на теле ощутите просто покраснение округлой формы, но дальше вот эта округлая форма, она начинает кальцивитно распространяться по вашему кожному покрову, и вы это уже не заметить невозможно. Также на слайде приведен рисунок, образец кальцивитной эритемы. Она будет мигрировать, она будет увеличиваться в диаметре, поэтому если вы у себя на коже увидите такие кальцивитные эритемы, значит у вас на теле произошло присасывание клеща. Но меры предосторожности в принципе такие же, как и
при клещевом энцефалите. То есть здесь только не специфическая профилактика. Это защитные костюмы, это репелленты, это ваши осмотры периодические, это настороженность, но специфической профилактики или вакцинации от боррелиоза не существует. Опасное заболевание, очень распространенное, поэтому будьте бдительны и защитите себя от таких клещей. Раз уж речь зашла о прививках от клещевого энцефалита, скажите, пожалуйста, можно ли совместить прививку от COVID-19 и клещевого энцефалита? Эти две вакцины, как и две другие вакцины, конечно же, мы не сочетаем. Обязательно между вакцинациями должен быть интервал не менее 1 месяца, поэтому я еще раз призываю своевременно проводить вакцинацию. То есть если у нас уже вакцинация клещевым энцефалитом должна была закончиться за 2 недели уже вот до сегодняшнего дня, сейчас, конечно же, приоритет дается вакцинации против коронавирусной инфекции. И еще раз хочу напомнить, что у нас на этом вакцинация не заканчивается, имеются другие сезонные вакцинации. Например, у нас в августе, в сентябре уже будет ожидать вакцинация от гриппа. Там также будет интервал в течение 1 месяца, поэтому сейчас уже необходимо обязательно привиться против коронавирусной инфекции для того, чтобы ваш организм был подготовлен для сезонной профилактики гриппа на осень. Благодарим вас за подробную информацию. Перейдем к другому вопросу. Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил компенсировать родителям половину стоимости путевок в детские лагеря в текущем году. Расскажите, пожалуйста, Рамиль Назимович, что это и как это подробнее нашим жителям. По программе кэшбэка за детский отдых примут участие все 107 детских лагерей Башкирии, в том числе наш оздоровительный лагерь «Орленок». 20 мая программа детского туристического кэшбэка начнет действовать и в Башкортостане. Для участия в ней необходимо приобрести путевку на сайте «Мир путешествий» с помощью карты платежной системы «Мир». Половина ее стоимости вернется на счет в течение 5 дней. Кроме федеральной программы поддержки детского туризма, в Республике Башкортостан дополнительно действует программа поддержки детского отдыха и оздоровления. Складывается следующая поддержка. Если родители из Башкортостана берут по программе кэшбэк на сайте «Мир путешествий РФ», возврат 50% федеральных и плюс 30% республиканских. Если родители берут не по программе кэшбэк, возврат 70% республиканских. Если родители из других регионов России берут по программе кэшбэк, возврат 50% федеральных. Если родители из других регионов России берут не по программе кэшбэк, возврата не будет. Справки по телефону 5 25 79 Управление образования Илишевского района и 5 33 32 детско-оздоровительный лагерь «Орленок». Спасибо за информацию. Уважаемые лишевцы, на этом мы завершаем наш брифинг. До новых встреч!